Привет, республика! В эфире ваша любимая информационно-развлекательная программа «Студия-11». Как известно, настроение начинается с утра. И чтобы день сложился лучшим образом, к чашке утреннего кофе обязательно добавьте порцию позитивных сюжетов от нашей команды. Поверьте, этот рецепт неизбежно ведет к успеху. И вот чем будем удивлять вас в первой части этого выпуска. Татьянин день. О главных традициях праздника. Видеомейкер по коме Елена Остапова о своем увлечении. Не обесценивай. Советы о том, как правильно оказать поддержку близкому человеку. 25 января. День праздничный, а потому долгожданный. Кстати, отмечают сегодня сразу несколько событий. Во-первых, Татьянин день. Праздник был учрежден еще в 3 веке с целью почитания великомученицы святой Татьяны, христианки, серьезно пострадавшей за свою веру. Дальше история переносит нас уже в 1755. Тогда российская императрица Елизавета Петровна издала указ об основании в Москве первого высшего учебного заведения. В итоге два совпадающих по дате события решили объединить. Теперь Татьянин день – это еще и день российского студенчества. Отдых от учебы по случаю праздника для молодежи не предусмотрен. Поэтому веселые посиделки студенты переносят на вечер. В свое время писатель Антон Павлович Чехов поделился, как лихо однажды он отметил этот праздник. Отпраздновали хорошо, выпили все, за исключением Москвы-реки. И то по причине того, что она замерзла. Желаем всем студентам сегодня вечером обязательно поднять бокал другой, с соком, конечно, за свою интересную плодотворную деятельность. С праздником! Как прекрасна наша республика, и как же хочется побывать в каждом ее уголке. К сожалению, чисто физически это сделать сложно, и тут нам на помощь приходит интернет. Да-да, именно он. Вбейте в любой поисковой системе «Республика Коми», переключитесь на вкладку «Видео» и наслаждайтесь шикарными видами. А сегодня у нас есть возможность пообщаться с человеком, который пополняет этот видеофонд материалами. В нашей студии сегодня, как это модно сейчас говорить, видеомейкер Елена Остапова. Она приехала к нам в гости из села Йортом Удорского района. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы к этому пришли? Вот, как зародилась у вас идея побывать видеоблогером? Ну, скорее всего, это началось с того, что я начала делать родословную своей семьи. Вышла книга в 2009 году Анны Николаевны Сивковой «Крестьянское родословие». Я по ней работала. И вот оттуда, скорее всего, я начала свой поиск, свою работу по деревням близлежащим, где жили мои бабушки, дедушки. А вот на что снимаете, Елена? Я снимаю на простой телефон, который уже в прошлом году я поменяла на более современный, современный, чтобы лучше снимал. А нравится вообще вот снимать? Все это наверняка вы монтируете, да? Ну, снимать это самое легкое, на мой взгляд. Снимать, фотографии делать, а потом искать материалы, фотографии. Это уже как поиски клада. Следующим этапом будет уже все это собрать в единый пазл. Это уже головоломка для меня, более сложная. Ну и последнее, все это преподать зрителю, попробовать на вкус, кому нравится, кому не нравится. Но это же о наших предках, о нашей земле, о республике. Это нужно потомкам и нам. Елена, вот какие деревни уже успели посетить? Кыртувя, там оттуда моя бабушка, Шиляева, Лязю, Иба, Коздинга, Макарыб, Вендинга. А вот на что обращаете внимание, когда снимаете? Может быть, на людей, на разговоры? Вот что больше в кадре у вас? Ну, больше в кадре, конечно, здания. Интересно. Архитектура, да? Архитектура, да. Дома, церковь разрушенная. Вот если я была в деревне Вендинга, то там такая разрушенная, так плачет церковь, конечно, больше всего на это обращаешь внимание. Елена, а как вы считаете, вот почему именно важно рассказывать в таком формате о нашей республике Коми? Потому что она уникальна, потому что в ней живут такие люди, мы коми. Об этом надо говорить, чтобы знали о нас. Сколько примерно вот по времени вы снимаете ролик, монтируете его, готовите вот этот продукт? Ну, самый последний ролик, я его снимала в сентябре и очень долго себе думала. Это самый долгий ролик. А о чем он?
о чем? Вот о деревнях, где в одной деревне жил мой дедушка Володя, а в другой бабушке. И вот близлежащей деревни, потом они встретились. Вот я побывала, там давно не была один раз в студенчестве. И вот моя была мечта туда попасть. Мне папа сказал: ну что, ты готова? Я говорю: да, в любой момент. И вот я туда поехала. Люди там живут сейчас? Сейчас вообще не живут. Только приезжают весной, летом, на рыбалку, на охоту. И так ностальгия дома. Давайте поговорим о творческих планах. Вот что планируете на будущее? Может, какие-то идеи у вас творческие? Ну, самое ближайшее, что я хочу снять, это по стихотворению Николая Алексеевича Некрасова «Мужичок с ноготок». Хочу своего сына Юру, как раз ему 6 лет, и там по сценарию тоже, что он везет дрова в санях. У нас есть рядышком деревня Усть-Вачерга, и там есть конный дворик, лошади, кони. И вот я хочу вот его снять. Такой маленький художественный. Маленький сюжет, да. Недавно сняла тоже сказку с дочкой и сыном про золотой орешек. Новогодняя такая сказка. Здорово, что у нас в республике есть такие люди, которые любят ее, любят нашу республику, наш край. Спасибо огромное, что приехали к нам в гости. Желаю удачи и творческих успехов. Спасибо вам большое. Причин плохого настроения, согласитесь, не счесть. Не поделил что-то с коллегой по работе, опоздал на автобус или просто встал не с той ноги. В принципе, не важно, что сбило ваш позитивный настрой. Намного важнее с этим быстро справиться. Выручает поддержка близких людей. И чтобы она была эффективной, психологи выделили фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить человеку, решившему поплакаться вам в жилетку. Например, «успокойся» или «возьми себя в руки». Если собеседник расстроен, такие слова могут еще больше вывести его из себя. Фраза «не принимай все так близко к сердцу» чревата обесцениванием человеческих эмоций. Ну и в топе. Просто развейся и смени обстановку. Поверьте, поездка или даже переезд никогда еще не выводили никого из депрессии. Лучшее, что вы можете сделать, дать человеку выговориться и признать, что его чувства имеют право на существование. Ох, как нелегко приходится мамочкам в декрете. С появлением нового члена семьи жизнь переворачивается с ног на голову. Покорми, спать уложи, погуляй, развлеки. А если чудо в семье не одно? Уже несколько дней ВКонтакте гуляет ролик, в котором мамочка пытается вывести на прогулку сразу 2 деток. Причем один из них, судя по коляске, младенец. Вышло то еще испытание. Первая часть нашей программы незаметно подошла к концу. На горизонте еще больше интересного и удивительного. Не переключайтесь, скоро обо всем расскажем. Вас приветствует студия 11, и вот чем мы удивим вас в следующие 10 минут. Сладкая жизнь. Шоколадье. Профессия или хобби? Температурные контрасты, о пользе бани, купели и обливаниях. Черно-белое путешествие, на старых фотографиях жемчужина севера. А сейчас предлагаю поиграть. Посмотрите на эти скульптуры. Как думаете, из чего они сделаны? Бронзы, чугуна, гранита? Вот вам небольшая подсказка. Да, вся эта красота сделана из шоколада. Каждый год мировой чемпионат шоколадье собирает мастеров со всего мира. По сути, эти скульптуры можно есть. Сделаны они из самых разных сортов шоколада. Но как же открыть рот на такие произведения искусства? Никак. Остается только любоваться. Впрочем, прямо сейчас мы удовлетворим ваш аппетит как гастрономический, так и творческий. Евгения Кладкевич под руководством специалиста сделала подарок из натурального бельгийского шоколада. Ну вот мы и добрались до студии Натальи Ларуковой. Девушка молодая, но уже настоящий шоколадье. Наташ, чем мы сегодня будем с тобой заниматься? Чему ты меня будешь учить? Сегодня мы с тобой сначала покрасим вот такие вот детали к 8 марта и 23 февраля. Это граната, часы и надпись 8 марта. И второе, это сделаем букет к 14 февраля. Ого, ничего себе, настоящие подарки. Как начала заниматься таким делом, делать фигурный шоколад? Как вообще пришла такая идея тебе в голову? В одной зимой я занималась продажей искусственных елочек.
И там мальчики сказали, что они будут делать на 8 марта розы. Я подумала, если мальчики такое могут делать, вау, почему бы мне такое не делать? И я как только увидела эти розы, я в них влюбилась, и с этого началось наше дело. Вот я бы хотела отметить, что краска кондурин для шоколада, она вот, немного непривычна, потому что это вот форма порошка, да? Да. Но она отлично наносится на шоколад и вот таким вот слоем ложится, очень красиво получается. Вот вообще впервые шоколадные фигурки начали делать еще в далеком 18 веке. В Бельгии изобрели специальные формочки, чтобы отливать шоколад. И вот, к слову, бельгийский шоколад ведь мы используем, да? Да. Ты в работе заказываешь специально откуда? Сейчас нам привозят из Казани, это российские дистрибьюторы шоколада. Мы намеренно используем бельгийский шоколад. Мы перепробовали больше 10 разных марок для того, чтобы понять, какой шоколад самый вкусный. У нас получается, что 3 разных вида подарков. Первый – это всякие именные вещи, например, вот так вот, как 8 марта. Мы можем сделать с днем рождения Иван, например, да. Второе – это розочки, это букеты всякие разные. И третье – это фантазийные плитки. То, чем мы сейчас конкретно занимаемся, вот красим фигурки, чуть позже будем собирать уже цельный букет из роз, это лишь, так скажем, верхушка айсберга, потому что сам процесс изготовления этих самых фигурок, топка шоколада, да, подготовка, главное, это все-таки подготовка, она происходит за. Первым делом мы берем колето шоколада, отмеряем нужный вес, отделяем часть 20% от общей массы, растапливаем шоколад, далее разливаем по мешочкам и уже из мешочков выдавливаем в специальные формы, украшаем всякими сублиматами. Сублиматы – это сушеные ягоды, фрукты, орешками, тыквенными семечками, кондитерская посыпка и так далее. Шоколадье нельзя родиться, им можно, наверное, стать, потому что Да. все-таки необходимо закончить специальные курсы. Вот где ты этому обучилась? Мы прошли больше 5 курсов по шоколаду. Там отдельно, как темперировать шоколад, отдельно, как делать фантазийные плитки, отдельно там общий, например, курс, да. Как вы со своей командой ищете вдохновение на создание вот этих композиций? У нас, наверное, есть 3 способа. Первый способ – это когда идеи сами приходят в голову, потому что у нас уже большое количество опыта есть, да. Второе – это на начальном этапе, конечно же, мы смотрим то, как другие делают. И третий момент – это когда клиенты что-то просят, говорят, давайте, может быть, вот это сделаем. Потом мы показываем нашим подписчикам, людям нравится, и какие-то наборы имеют просто сверхпопулярность. Ну вот мы и закончили с тобой с покраской наших фигурок. Сейчас приступаем к изготовлению уже букета, главной части нашего мастер-класса. И у нас уже есть готовые шоколадные розы. Как долго ты ими занималась? Я вижу, что здесь не только белые и темные розы, но еще и розовые. Розовые розочки мы делаем 2 способами. Первый способ – это мы добавляем натуральный пищевой краситель розовый. Либо второй момент – это мы добавляем кусочки клубники, малины и делаем из белого шоколада. Получается, что клубничный, малиновый, очень вкусный шоколад. Мы возьмем любой цвет, да, первой розочки. Дальше у нас получается, что идет обязательно второй цвет. И мы начинаем добавлять обязательно скотч для того, чтобы наши розочки, да, скреплять, и чтобы они не падали. Обязательно нужно розочки спрятать в защитную слюду прозрачную, для того, чтобы защитить розочки от пыли, от грязи, если вдруг при транспортировке случится какое-то ЧП, человек уронит, например, или дождь будет, снег, вода сейчас, чтобы с розочками ничего не случилось и ничего туда не попало. И чтобы их можно было действительно есть, потому что шоколад не помоешь. Для того, чтобы сделать все красиво, мы используем, во-первых, бумагу тишью. Тишью позволяет делать упаковку более пышной, более объемной, и она смотрится действительно красиво. И вот для тебя занятие таким делом это все-таки хобби или работа? Я, наверное, так скажу, что это работа, которая приносит мне большое количество удовольствия. И кроме удовольствия я реализовываю тут свои идеи.
Ну что, вот оно и готово. Произведение искусства. Получилось очень мило. Уверена, у тебя обязательно все получится. Возможно, мы к тебе еще не раз придем в гости. Вот. А пока спасибо тебе огромное за вот такую вот красоту. Совсем скоро, уверена, отправится какой-то прелестной даме. А вот что точно стоит отнести в разряд хобби, так это баню. Посетить под конец недели горячую баньку, попариться от души, очистить тело и расслабиться. Ритуалов, связанных с баней, немало. Например, кто-то после парилки любит окунуться в купель или облиться холодной водой. Активности эти полезны, но совершать их нужно с осторожностью. Послушаем мнение эксперта. Хорошо прогреться. Начинаем прогрев, естественно, с ног. Опять же, правило такое в бане. Прогретые ножки, прогрет человек. Вот. Хорошенько прогреваем ноги, хорошенько прогреваем все тело до головы. И вот когда уже человек хорошо прогрет веничком, то есть мы согрели кровь, кровь у нас начинает активно двигаться по телу. Тело покрывается таким розовым равномерным цветом. Это хороший очень признак хорошего прогрева. После этого контрасты просто необходимы для того, чтобы, я вам скажу, здесь магия физиологии может быть такая, когда человек идет в купель после того, как хорошо прогрелся, горячая кровь, она резко делает отток внутрь и тем самым начинает согревать все, что у нас внутри, внутренние органы, косточки, связки. И после того, как мы окунулись в холодное или в купель, или облились, обязательно, конечно, нужно пойти в тепло обратно. Это либо чан, либо теплый бассейн, но либо парная. Либо, как в бане у обычных людей, это, конечно же, парная, обязательно догреться, необходимо выровнять температуру, опять привести себя в полный порядок. И тогда будет ощущение того, что вы прогрелись не только снаружи, но у вас аккумулятор, он внутренний, он жар будет идти изнутри. Тепло будет исходить еще очень-очень-очень долго, и вы будете это ощущать. Помню, одним из любимых занятий в детстве у меня был просмотр старых фотографий. Как сейчас помню, бабушка доставала огромную коробку черно-белых снимков и рассказывала о своей молодости. Благодаря фотопроекту «Ретро Ухта» у пользователей соцсетей тоже есть возможность заглянуть в прошлое жемчужины Севера. Вот, например, снимок дома политпросвещения в городском парке или же ресторан «Север» на проспекте Ильича. Ну все, возвращаемся в современность. Настало время завершать наш выпуск. Команда студии 11 желает вам на позитиве провести этот вторник и завтра ровно с таким же настроением встретиться с нами вновь. Всем отличного дня, до скорой встречи. Пока, Республика.